Я песню пою об отваге мужской, о горцах, сдвигающих горы рукой, о людях, не дрогнувших в смертном бою, о клятве, о верности песню пою. Я песню пою о седых матерях, у них до сих пор ожидание в глазах. Хранят они память и верность свою, о верности этой я песню пою. Есть в нашем селе старая женщина Кавагова Хангваша. Ей уже 90 лет. Дело в том, что у Хангваши было 5 сыновей. Она их воспитала. Это были ребята хорошие. Но грянула Великая Отечественная война. Как и другие матери, Хангваша проводила своих сыновей на фронт. Старшего звали Маципо, потом Замбулат, Татаркан, Казан и Мишошт. Старая Хангваша, как и другие, ждала каждый день письма от своих сыновей. Они и приходили. Но война продолжалась долго, она была жестокая. И вместо писем в храме стали поступать похоронные извещения. К концу войны похоронные извещения пришли на всех сыновей ее. Я благодарна своим односельчанам, благодарна всем людям, кто так уважает старость, кто так почитает матерей. Я желаю всем вам счастья, чтоб всегда ярко горел огонь в ваших очагах, чтоб здоровыми и веселыми росли ваши дети и внуки. Высоко несите свое имя, будьте достойны памяти отцов. За год или два до начала войны младший сын Хангваша посадил тутовое дерево. Оно разрослось, стало могучим. Так вот, Хангаша обычно садилась под это дерево и все ждала ребят своих. С тех пор прошло очень много времени, но она, как и прежде, часто сидит под этим деревом. Для нее это осталось любимым местом. Вот так, под этим тутовником, она может сидеть и час, может сидеть и два, и, знаете, иногда даже целый день. И мне кажется, что вот в этом ожидании для нее как будто бы остановилось время. Молодыми ушли на фронт 5 сыновей Хангваши Калаговой. Молодыми и сильными остались они в материнской памяти. Не вернутся они под крышу родного дома, не прискачут на быстрых конях. Но ждет сердце матери.
Вечная тебе благодарность, Хангваше. Вечная вам благодарность матери из полесских деревень, украинских сел, русских городов, осетинских аулов. Всем вам, во всех концах нашей Родины. Солнце за речку садится, скоро лучи исчезнут, но в тишине вечерней свет свой зажгут глаза. Сердце раскроется сердцу, словно цветок на ладони. Ветер промчится лугом, но не погасит любовь. Вы знаете, как это старое танго мне напоминает мою молодость, мои юные годы. Встречу с Агубе. Эта встреча необыкновенная. Она и сейчас стоит перед моими глазами, как вчерашний день. И мы поженились. В довоенные годы мы прожили очень счастливо, хорошо. И вот поэтому я и храню вот эту старенькую пластиночку. Она мне так дорога, она мне всегда напоминает мою юность. Вот эти карточки тех времен. На этой карточке Губия, когда он был курсантом. В школе в Оренбурге учился. А вот это я. Я училась тогда в школе связи. А здесь тоже Губия. Он окончил школу и прибыл в часть. Здесь ему присвоено звание старший лейтенант. В 1941 году мы жили в городе Иваново. Там нас застала война. Муж с первых же дней ушел на фронт. Вскоре он написал письмо. В письме писал он так: «Дорогая Мильда, поезжай к моим родителям, там вас будет много, и вам легче будет прожить». Я приехала к его родителям. В 1942 году я получила извещение о гибели мужа. Как говорится, беда не одна приходит. Я похоронила 2 девочек, заболевших в дороге. После всего этого я решила пойти на фронт. Дороги войны. Для Мильды Кодзаевой они начались от стен Сталинграда. Тяжелое ранение, госпиталь и снова фронт. Мильда радистка, Мильда разведчица. Старые фотографии, но сколько воспоминаний рождают они. И последнее фото. Мильда с боевой подругой. Берлин. День Победы. После демобилизации я решила поселиться в Нальчике. Ну, решить-то я и решила, однако осетинское селение мануло меня к себе. И вот однажды я не выдержала, села на поезд и поехала в Осетию.
как видите, я не погиб. И в 1942 году мы полетели в составе эскадрильи по заданию бомбить вражеский аэродром. Когда мы подлетели к цели, то был сильный зенитный огонь, и наш самолет был сбит. Человек вспоминает войну. В этих воспоминаниях и горечь поражений, и радость первых побед, боль тяжелых утрат и первые боевые награды. Про свою семью ничего не знал. Но когда приехал домой, то мне мать рассказала, что дети померли твои. А жена Мильда находится в городе Нальчике. Я тот же день уехал с Кирова в Нальчик. Но как она предчувствовала, она въехала ко мне из Нальчика. На дороге мы разошлись. А через несколько дней мы снова встретились в своем же доме своей хозяйкой в Кирове. Вот так живут и трудятся в осетинском селении Кирова Мильда и Агубек Кодзаевы. Когда-то жизнь соединила латышскую девушку и юношу из Осетии. И сегодня дети Мильды и Агубе постигают язык верности, который помогал их старшим жить и побеждать. Я новую песнь начинаю, страницу труда открываю, и сердцу народному внемлю, и славлю отцовскую землю. «90 лет за плечами Михела. 90 лет живет он в этом ущелье. Сыновья его давно вышли в люди, внуки пошли. Казалось бы, что еще нужно старику для полного счастья? В шахтерском поселке Садон его знают все. Еще на заре века начал Михел работать на руднике. Был канагоном, грузил арбу рудой и по опасным горным дорогам вез на завод. А потом работал рудокопом, откатчиком, толкал тяжелые вагонетки.
после гражданской войны, когда люди восстанавливали народное хозяйство, Михел снова спустился в забой. Давно это было. Теперь Михел только провожает шахтеров. День и ночь скользят по тросам вагонетки и несут руду. И хотя монтажники часто проверяют их, никто точно не знает, где может произойти обрыв. И тогда с огромной высоты сорвутся вниз вагонетки, разобьются о гранитные скалы. Замрет рудник, ритм работы нарушится. Канатная дорога идет над глубокими ущельями, и только в сильный бинокль можно просмотреть каждый метр многожильного троса. Вот и придумал себе старый Михел добровольную службу. А по пути любит Михел собирать образцы горных пород. Давно мечтает он открыть рудную жилу. Вот так понемногу разрушается канат. Вначале рвется одна жила, потом другие. А что такое обрыв троса, Михел знает. Это сотни, тысячи рублей убытков. Старый горняк всегда желанный гость в конторе подвесной канатной дороги. Прошел еще один трудовой день. В кругу семьи, когда за окном холодная горная ночь, Михелу тепло, радостно. Жизнь прожить, не поле перейти, говорят жители равнин и степей. Прожить жизнь в горах, говорят горцы, не просто взойти на высокую гору. Наверное, на тысячную вершину своей жизни поднимается сейчас Михел.
Вот здесь он нашел вчера повреждение стального троса. А уже сегодня на этом месте работает ремонтная бригада. Что может быть приятнее для старого шахтера? Он, Михаил Бесолов, продолжает служить людям, своему руднику. По-русски его называют баян, по-украински кобзарь, по-казахски акын, по-осетински кадакканак. Но на любом языке он поет песни, которые любит народ. Он воспевает народных героев, их силу, ловкость, справедливость. В песнях сказителя душа народа. И в трудный год, и в час веселья струны фандыра раскрывают сердце человека. Из поколения в поколение передается древнее искусство, а вместе с ним народная мудрость, вечно живая, веселая сила народа. Is the guest of the International Congress of Orientalists. Сегодня гостем Международного конгресса востоковедов является представитель из Северной Осетии, народный сказитель Дрис Таутиев. Играть на фандыре я начал в 12 лет. До сих пор помню себя маленьким мальчиком. Старшие не разрешали мне дотрагиваться до фандыра. Я тайком, когда вечером все ложились спать, брал в руки смычок и пытался повторить песни, которые пела моя мать. Скоро я постиг мастерство своих старших. И вот однажды настал день, когда на каком-то празднике я первый раз спел песню о Чермене, о народном герое, который отнял землю у богачей и раздал ее беднякам. С тех пор, вот уже почти 100 лет, я пою свои песни для народа. Жаль, но сейчас мне уже трудно петь. Мне не выхватить острый клинок, мне уже не скакать на коне. Пальцы слабые держат смычок, он едва повинуется мне. Плохо слышу и вижу едва, только сердце острее, чем глаз. Высекаю из сердца слова, продолжаю о родине сказ. Я знаю много поэм, старинных преданий, легенд о народных героях. Их надо передать другим поколениям дальше. И вот я обучаю маленького мальчика, чтобы он сохранил их и пел. На чем мы вчера остановились, мой мальчик? На 4-м куплете песни о Чермене. Хорошо, я сейчас тебе повторю.
Нет-нет, не спеши, пропой песню пока без фандыра. Ой, чермен, я захозак бахуды. Неправильно, мое солнышко. Ой, чермен. Чермен мди креш дима хасак захчин тима хасак алдар тима хасак захчин тима азамайбер. Запомни, мой мальчик, что это песня о народном герое, поэтому она должна звучать громко, уверенно, как сам Чермен разговаривал с князьями и алдарами. Песня должна звучать так, чтобы горы содрогнулись. Чермен был борцом за народное счастье, это надо помнить. А теперь спой песню от начала до конца. Ой, чермен, а позабался воевода. А Тарбек не надо спешить. Нужно вначале услышать песню, чтобы она зазвучала в душе. Тогда и люди это почувствуют и поймут тебя. Ой, чермен, а позабался воевода. Яраго хатан тайр фардак вае. Каугарон вай шадак ченс дома раса урай шом раде.